Здравствуйте, это программа «Интервью», и я ее ведущая Любовь Газикова. Сегодня у нас в гостях Ирина Филиппова и Амир Амирханов. Давайте поговорим о вашем проекте, это очень интересный проект. Давайте изначально расскажем, чья идея, откуда это вообще появилось. Идея эта была моя, и я хотел сделать... Вообще мечта о ингушском кино давно еще во мне бредит, имеется в виду. И вот я написал сценарий, и так как я сейчас заканчиваю курс режиссуры и сценариста в ВГИКе, хотел, чтобы это была моя дипломная работа, имеется в виду. Вот. Поэтому как бы идея моя, начало, как бы ядро это мое, а потом уже подключилась моя команда, которая сейчас со мной работает. Ирина, скажите, пожалуйста, как вы на это пошли, как вы приехали в республику, как вы согласились вообще? Я имела честь прочитать сценарий, когда он был только готов. Это был литературный сценарий, который получил большую оценку и одобрение профессоров и специалистов из кинематографии в ВГИКе, и не только, и большой отклик у меня. И мне стало интересно это не только потому, что хороший сценарий, интересная задумка, потому что этот фильм, он больше, чем фильм, это как послание народу, послание вообще зрителю о важном, о главных человеческих ценностях, о долге, о чести, о достоинстве, о благородстве. Вот поэтому хочется сделать картину, которая будет не просто фильмом, а обращением, призывом, посланием. Большое хорошее дело. Конечно, то, что это такая национальная история, связана с историей ингушского народа, фильм на ингушском языке, очень специфическая картина. Мне это профессионально интересно и по-человечески очень. Так я и подписалась. Смотрите, вы не будете понимать, да, что происходит? Вы же ингушского не знаете или в процессе все-таки будете учить ингушский язык? Я очень хорошо понимаю, что происходит, почему поступает каждый из персонажей так или иначе. Ингушский язык я не знаю, тем более я уверена, что большинство зрителей, тот язык, на котором будет наш фильм, не знают его настолько хорошо, потому что фильм будет переведен, ну то есть озвучен, и в нем будет язык, как это сказать, первозданный, древний? Ну, язык того времени, и переводом занимается Дугурхан Кадзоева, которая играет одну из ролей в этом фильме. И сценарий изначально для одобрения на кафедре ВГИКа был написан на русском языке, и все диалоги были написаны на русском языке, но написаны на русском языке, учитывая, что они как бы переведены были с ингушского языка на русский. А сейчас обратный перевод происходит, подстрочный перевод под каждым диалогом, который уже более правильными словами, правильными ударениями, старинными словами, которые на тот момент, как говорили люди, на этом языке будет подстрочный перевод. А так сценарий был изначально на русском языке, потому что для того, чтобы профессура ВГИКа его одобрила, которая сказала, там, Амур, это нужно снимать, он был на русском языке, и диалоги, и все. То есть вы не только над фильмом работаете, вы еще работаете над переводом, чтобы он был именно... Адаптируем, да. Да, чтобы он был именно на правильном ингушском языке, чтобы это было прям классический ингушский язык, без нововведений. И так, как он должен звучать, и, естественно, и Дугурхан будет ставить актерам правильное произношение, это фильм будет с титрами, с английскими и с русскими субтитрами. Да. Действие в фильме происходит в начале 20 века, и было бы крайне неправдоподобно, если бы персонажи, люди, которые живут в горах, абрег, разговаривали бы на русском языке или на современном ингушском. Ну, они понимают некоторые слова, которые там в обиходе есть, там, которые, да, которые... по роду их, повторюсь, профессиональной деятельности, они где-то слышали. Но в основном, конечно, они говорят на русском языке. И чтобы не было, так сказать, русифицированных слов, над этим я тоже буду очень плотно следить и целенаправленно следить, чтобы каждая ложка, кружка, чашка, все, что находится там, и в предмете быта, и в предмете обихода разговорной речи, чтобы все было на ингушском языке. Кроме русских слов, которые произносят у нас люди русской национальности, которые тоже присутствуют в этом фильме. Русский офицер. Русский офицер, да. По какому принципу вы будете отбирать? Что для вас важнее? Как человек играет? Как он внешне выглядит? Вот что самое важное для режиссера, для продюсера картины? Самое главное, можно я скажу? Да, для нас, помимо актерских данных, того, что это мальчик, выросший, родившийся здесь, в Ингушетии, знающий там историю, культуру народа,
он должен быть героем, на него хочется посмотреть и поверить, что он герой, потому что, во-первых, это главный персонаж в фильме, и это юноша, который становится мужчиной в тех событиях, которые разворачиваются в фильме. Он должен быть, не знаю, уникальным и определенным лицом подрастающего поколения. Так это вижу я. Для режиссера еще какие-то задачи стоят, естественно. Ну да, мы вчера обсуждали со съемочной командой. Я хочу сказать, помимо меня и Ирины, здесь с нами прилетел еще наш оператор и постановщик Александр Родин. Он сейчас за кадром. И мы со съемочной командой, с нашей пока таким в узком кругу обсуждали это. Для меня, как для режиссера и для автора сценария, этот мальчик должен быть ближе к природе, к ингушской природе он должен быть. Он не должен быть холеным городским мальчишкой, да? Согласна. Он должен быть, Духом гор. да, он должен быть духом гор, и он должен быть очень ловкий. Когда халвезис, грубо говоря, он должен быть ловкий. Он должен ловко Смелый делать все, да. и отважный. Да, короче, вот это должен быть отважный парнишка ингушский, который вот в начале века растет в горах. То есть он не то, что он там производит впечатление терминатора, да, а он просто мальчонка, который знает, когда ему нужно встать, когда ему нужно сесть, и ему это объяснять ничего не нужно, это в нем самом. Вот когда я увижу в глазах этого мальчика, что он может превратиться в мужчину, да, вот в процессе этой истории, тогда, наверное, мой будет выбор определен. Потому что все персонажи в этом фильме, задача, почему этот сценарий зацепил, как бы, да, маститых людей, которые имеют отношение к советской, к российской киноиндустрии, да, потому что сценарий, который я показывал своим профессорам, и которые сказали, ты должен это снимать. Потому что в этом сценарии, на мой взгляд, достигнута задача, что каждый герой, который в этом истории, он изменяется к концу фильма. То есть он заходит в историю в определенном своих качествах, в определенном качестве, а выходит уже из этой истории, абсолютно поменяв свое мировоззрение. И самое главное, если нам это удастся, даст Бог нашей команде, что и зрители его немножко изменят, этот фильм, когда они его посмотрят, и в них должно что-то измениться. Задача такая. Мы ставим такую да, задачу. И мальчик должен быть таким, которому... Я не хочу, чтобы он был суперактером, который умеет стоять на одной руке, танцевать и крутить там. Читать стихи там и так далее, и так далее. Он должен быть живым, естественным. Душа, да, в первую Да, очередь? в нем должен быть ингушский дух. Вот это в первую очередь. А это основополагающее вообще в этом фильме. Так как ему придется работать с профессиональными актерами, с Дугархан Кадзоевым, и Абрека будет играть Магомед Зурабов, человек, который играл у Кончаловского. Они же ингуши, и, соответственно, ему будет, конечно, сложно находиться в такой профессиональной компании. Но я надеюсь... Но от того интересно. Да, от того интересно. Я надеюсь, да, Яндели мы его найдем. В общем, он должен быть смелый. Он должен быть героем. Да, вот так. А почему, Амирхан, вот именно эта история? Почему? Вот чем она вас зацепила? Почему вы решили экранизировать? Почему вы решили, что она обязательно должна быть на экране? Что в ней было такого необычного? Много же у нас интересных ингушских историй, да, вот именно где гордость, где дух. Дело в том, что историй-то много. Во-первых, я сразу хочу сказать, что эти персонажи в моем фильме, да, в нашем фильме, они собирательные образы. Там нету никаких конкретных фамилий, потому что я сам ингуш, я понимаю, что никакой конкретной фамилии и каких-то конкретных исторических личностей я не хотел называть. Тем более я беру период, там, конец 19-го, начало 20 века до русско-японской войны. Вот этот период я беру. Это могло случиться там, и в 1896-м, могло случиться и в 1903, к примеру. Вообще исторические фильмы, ну как бы и фильмы на исторические темы, они несут немножко другую задачу. Я сейчас не говорю, потому что это придумал себя, потому что я советуюсь как бы, с своими профессорами, с работниками кино, с теми, кто делает это кино на сегодняшний день в современной России. Если взять любой исторический фильм, там это не историческая реконструкция, где люди, у них должна быть звездочка такого времени, лучок такого времени, главная идея, которую несет этот фильм. Идея этого фильма о том, что люди, которые приходят к тому, что к своему финалу, к своей истории, что это могло случиться как и в Ингушетии, это могло случиться и в Рязанской области, это могло случиться... Сама история универсальна. Сама история универсальна, просто она положена на ту сетку, на тот антураж, который мне лично интересен и мне лично понятен. И моя задача, чтобы это был ингушский язык, чтобы это был ингушский фильм, потому что у нас нет ингушского кино. Нету его, да, потому что, да. И поэтому, если зрителям, наверное, известно, я первопроходец не только в кино, и надеюсь, что и здесь у меня это получится.
Ну Как что бы, ж, а мы да, удачи, да, конечно. Можно да. я добавлю по Да. поводу, почему вы задали вопрос, это должно быть обязательно экранизировано? Делая первые шаги в работе над сценарием, сбором группы съемочной, мы обратились к народу, к ингушскому, ну, с такими просьбами помочь нам найти утварь того времени, чтобы создать быт, или Я знаю, найти я в курсе. коней, Телегу. помочь найти места, локации, дома заброшенные, которые нам нужны. Мы получили огромный отклик и огромное количество обращений от ингушского народа. Вот я лично веду непосредственную переписку и общение с людьми, и я это чувствую, я это знаю, я 100% уверена, что этот фильм не может быть не снят. Он должен был быть снят, и его ждут зрители, мы чувствуем поддержку, поэтому мы говорим, что наш проект народный, и это не пустые слова. Мы чувствуем эту поддержку. Ну, учитывая, У нас- что кастинг, да, все люди из народа Да. приходят Да. к вам на кастинг, что приносит, да, разные вещи того времени. Уже Это каждый действительно, говорит да. все, что нужно. И самое интересное, что люди стараются бескорыстно помочь и тратить свое время и Да. свои средства, так же, как и все в моей команде. Сейчас мы абсолютно делаем это без никакой поддержки, мы на нее не рассчитываем. И меня это на самом деле подкупило, что в нашем народе осталось вот это то, что многие говорят, сейчас этого нету, уши не те. Да, но сегодня на самом деле я опять поражен, я опять удивлен своим народом. И мне даже перед моими гостями, да, перед моей командой, меня берет гордость за наш народ, что они настолько бескорыстно на это отзываются, говорят, да, Участливы, да. участливы. Значит, запрос на эту историю есть. Народ соскучился по правильным историям, народ соскучился по народным героям, которые у нас как бы герои меняются в зависимости от времени, а герои должны быть всегда. У народа свои герои должны быть всегда. Люди, на которых равнялись. Потому что сейчас винить профессиональную там, жизнь абреков можно и так, и так, и так, но мне было интересно не то, что он именно абрек, а мне было интересно, что он несет в себе наш кодекс чести, что он человек благородного слова, что это вынужденные жизненные обстоятельства, которые поставили, да, чтобы человек, который смотрит в Бельгии или в Голландии этот фильм, Ирина будет заниматься международным кинофестивалем у нас, в любой точке мира, который посмотрит фильм, чтобы ему было понятно участь нашего народа. Вот что для меня, вот идея. Ценности, о которых мы говорим, они общечеловеческие, имеют значимость в любое время и для любого народа. Поэтому, когда наш фильм будут смотреть зрители из других стран, мы обязательно планируем участвовать в кинофестивалях разных. История будет понятна. Просто она рассказана на ингушском языке. Ну, потому что автор этой истории ингуш, и фильм создан с любовью и уважением к культуре и истории ингушского народа. Но понятно, о чем она, абсолютно любому нормальному человеку. Потому Должна что быть и русский, понятно. и русский офицер тоже поступает, исходя из этих ценностей. Ребят, вы взяли очень большую ответственность на себя. Вас теперь все смотрят, вас ждут. Естественно, если у вас не получится сделать это на уровне, вы не боитесь вот брать на себя такой груз. Это все-таки большая ответственность. Вы всю республику поставили на ноги, можно сказать. Если бы мы боялись, мы бы здесь не сидели. Я могу сказать это. Я-то понятно, да. Вы понимаете, да, что это большая ответственность, что вам придется за это отвечать, за все. Так ведь интереснее жить и творить. Или кто не рискует, да? Да, дело в том, что я вот лично удивлен, что даже вот ребята, которые со мной приехали сюда, да, что вот я чувствую, что поддержку с их стороны. Я, понятно, я здесь родился, это для меня, Конечно, да, для меня это дело как бы долго. Не то, что долго, это мое призвание. Я знаю, что я должен это сделать. Главное ввязаться в драку, а там разберемся, короче говоря. Мы знаем, что мы знаем, на какой риск мы идем. Я понимаю, где я понимаю, как я понимаю, что происходит и как происходит. Я как бы не первый день на свете живу, поэтому понимаю все, что я делаю, и имею в виду ответственность за каждый шаг. Но я знаю, что у меня нет права сидеть и ждать, что кто-то это сделает, кроме меня. Согласна. Вот так вот. В этом деле. Были, вот вы говорите, Ирина, что было много отзывов, что многие хотели помочь, а были отрицательные именно? Зачем вам это надо, ребята? Что вы делаете? Вот такого Я плана. не беру к себе такую информацию. Я беру только то, что мне может помочь в моей работе. Если есть желающие покритиковать, дать совет профессиональный, мы открыты. А какие-то злопыхатели, они всегда
всегда есть в жизни. Я желаю им удачи. Здоровья, Это все, счастья. что я могу сказать, да. Ну нет, на самом деле я не встречала ничего такого негативного. То есть все рады, да? Ирина, давайте вот Да. последний вопрос к Да. вам. Как вам Ингушетия? Вы впервые, я знаю, что вы в Ингушетии. Как вас встретила вообще? Мне очень республика? хотелось сюда поехать, потому что в первую очередь я ведь нахожусь не в другой стране, я нахожусь у себя дома, просто это мои ближайшие соседи. Ну, как коренной Мы москвич, живем- да, вот это Да, я родилась в Москве, я русская, я гражданин Российской Федерации, я люблю свою страну и уважаю людей, которые в ней проживают. И я считаю, что это неправильно и грустно, когда люди не интересуются и не пытаются понять самых близких, ну, я называю это соседями, я не знаю, людей, которые живут с тобой все равно одной историей. У ингушского народа была непростая история и очень много впечатляющих фактов, историй и этого народа, которые трогают меня. И я так настроена, что мне интересно, меня потрясает природа, меня потрясает гостеприимство, еда меня тоже очень потрясает. И мне нравится то, что мы делаем, потому что я вижу, как это важно для Амура, для человека, который все это затеял, что это не просто профессиональные амбиции, а какой-то долг для своего народа. Это все очень подкупает, и я надеюсь, что то, что у нас такая интернациональная команда, мы сможем донести идею о том, что соприкосновение культур, проникновение и уважительное отношение возможно без каких-то, как это сказать, не знаю, войн, противоборств. Хочется, чтобы все были счастливы. Да, мы вчера об этом говорили, да, по-моему, Позавчера, да, да, или позавчера, да, когда мы об да, этом говорили на на конференции. пресс-конференции, да, что может быть это столкновение культуры. Я высказал очень простую мысль, которая давно во мне живет, что культуры не сталкиваются, люди культурные, они не сталкиваются, они друг с другом общаются, и если у нас есть культура, то ее нельзя никому как бы навешать ни на кого. Люди, если увидят нашу культуру и наш дух, они начнут этим любоваться, они начнут перенимать хорошее, они будут интересоваться этим. Очень хочется, чтобы люди, живущие далеко от гор, перестали мыслить стереотипами, какими-то очень нелицеприятными, я не знаю, а открыли душу, глаза и сердце для того, чтобы везде видеть достойных людей. Вот, а творчество, оно объединяет. Согласна. Ну что ж, спасибо вам большое, удачи. Все, чем мы можем помочь, мы с удовольствием вам поможем. Спасибо. Баркал Далгасу. Баркал. Ну что ж, а на этом у нас все. А я напомню, что у нас в гостях была Ирина Филиппова и Амир Амирханов. До встречи.